Здравствуйте, в эфире «Вести культура». С вами я, Ирина Ромадова. Этот год в Чувашии богат на юбилейные даты. О некоторых из них мы расскажем в этом выпуске программы. Яркая, харизматичная, талантливейшая Вера Кузьминична-Кузьмина 16 ноября отмечает юбилей. Актрисе Чувашского драматического театра, народной артистке СССР исполнилось 95 лет. 70 из них она отдала театру, любимому зрителю. Больше 200 ролей в пьесах русской и зарубежной классики, в современных постановках и спектаклях чувашских драматургов. И сейчас Вера Кузьминична продолжает радовать своих многочисленных поклонников. Настоящий мастер сцены, гордость чувашского народа. Этих высоких эпитетов актриса достойна, как никто другой. Она – личность большой буквы. Сейчас любят люди говорить очень великий, такие вот эпитеты использовать, гений. Но я думаю, для Веры Кузьминичны это будет как раз к месту. Веру Кузьмину знают, любят, почитают и далеко за пределами нашей республики. Неуемная энергия, внутренняя сила, харизма, темперамент – все это составляющие яркой индивидуальности, которая позволяет творить, удивлять, восхищать всех, кто хоть раз побывал на спектакле с участием этой великой актрисы. Я хочу передать поклон замечательной актрисе Вере Кузьминичне-Кузьминой. Я с ней познакомилась и с ее семьей. Она действительно совершенно уникальная актриса, и я желаю ей здоровья, желаю ей успехов, желаю, чтобы она украшала ваш замечательный театр. Житейская мудрость, женское чутье, большое трудолюбие и, конечно, актерский талант помогли создать образы, которые навсегда вошли в сокровищницу национального театрального искусства. Значение Кузьминой не только в театре. Вы знаете, ее значение велико вообще в развитии чувашского искусства, чувашской культуры, чувашской литературы, во всем. Вот то, что есть вот такие люди, и вот она сейчас рядом с нами живет, это для нас очень важно. Снова переезд и новая сцена. Третий раз Чебоксарский художественный театр меняет прописку и имя. Сейчас он размещается в здании бизнес-центра на улице Карла Маркса и называется Станиславский.ком. Неизменными остались спектакли театра и состав труппы. Поменялся собственник, поменялся партнер, и он решил переформатировать художественный театр в некий эстрадный клуб песни и пляски. Вот. Само собой, с театром это несовместимо, и мы были вынуждены искать себе новое пространство. Сложностей с переездом было очень много. Найти подходящее помещение, оборудование. Все пришлось делать заново. Ремонтировать, переформатировать помещение под театр. Работали так всей труппой несколько месяцев. Помогали друзья, волонтеры, просто неравнодушные. Ведь театр успел завоевать любовь многих зрителей. Несмотря на все трудности, актеры полны энтузиазма. Начинать с новой отправной точки – это, с одной стороны, авантюра, а с другой – возможность с чистого листа вновь отправиться в увлекательное путешествие. К тому же думать о проблемах им сейчас попросту некогда. Слава Богу, что у нас нет времени рефлексировать по этому поводу, поэтому мы наслаждаемся новой площадкой, мы ее осваиваем, это новый опыт, это очень интересно. Ремонтные работы всем приходится совмещать с репетициями премьерного спектакля «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи. Режиссер Антон Савельев уже ставил его 8 лет назад в Русском драмтеатре. Сейчас совершенно новое прочтение произведения. Мы попробуем сделать его более актуальным, более интересным и более современным. Дмитрий Миронов готовился к спектаклю необычно. Роль пациента психиатрической больницы поначалу его несколько напрягла. Это было для меня ужасно сложно. То есть сложно понять логику этих людей на самом деле, потому что мы, так скажем, в этой шкуре не оказывались. Вот, и поэтому на самом деле я свой образ немножко списывал. У меня 2 маленькие дочки. Совсем маленький, прям совсем-совсем. И вот я с своих дочек списывал образ. В театре только производством спектаклей не ограничится. Здесь планируют обустроить активное творческое пространство. Одним из направлений будет актерская студия для детей и взрослых. Еще один творческий вечер, который не так давно состоялся в Чебоксарах – вечер памяти. Его посвятили 105-летию со дня рождения талантливого музыканта, композитора, дирижера, общественного деятеля и педагога Филиппа Мироновича Лукина.
Филипп Лукин – мастер песенной лирики. Так назывался вечер памяти композитора. Действительно, никто в Чувашии не написал столько песен, так любимых народом. О родине большой и малой, о чувствах, о красоте природы Филипп Миронович создал больше 800 вокальных и хоровых произведений, в том числе и для детей. А кроме этого успевал активно заниматься и общественной работой. Обычно композиторы, они бывают такие летающие в облаках люди, но Филипп Иванович, он и крепко при этом стоял на земле. Был очень мудрым руководителем. Я его вот запомнил именно как первым нашим помощником, и во многом благодаря деятельности Лукина и сегодня существует Союз композиторов. На юбилейном вечере воспоминаниями о композиторе делились те, кто с ним работал, кто у него учился, кто брал с него пример. Филипп Лукин – один из первых музыкантов Чувашии, кто получил высшее образование. И не где-нибудь, а в Московской консерватории. В послевоенное время он был одной из самых значимых фигур среди композиторов республики и всегда находился в центре внимания, в центре всех фотографий. Филипп Лукин вместе с артистами много ездил по районам Чувашии. На концертах знакомил жителей республики с музыкой, с инструментами. Его песни знают, любят, поют и сейчас. А не это ли главное, чтобы память о человеке жила в сердцах? – 125 лет со дня рождения народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова. Это еще одна юбилейная дата этого года. Впереди одно из самых ярких событий в культурной жизни города и республики – Международный оперный фестиваль, названный в честь знаменитого баса. Фестиваль поддерживается Министерством культуры Чувашии и главой республики. Уровень престижа этого праздника музыки с каждым годом растет. Для всех любителей классической музыки и оперного искусства мы подготовили большую афишу фестиваля с приветствиями некоторых его гостей. 28-й международный оперный фестиваль пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета с 21 ноября по 2 декабря. В репертуаре непревзойденные шедевры итальянской музыки в исполнении гостей из Италии, Китая и из ведущих театров России. 21 ноября на сцене театра оперы и балета премьера одной из самых популярных итальянских опер «Мадам Баттерфляй». Трагичная история о красивой, но несчастной любви японской гейши Чио-Чио-сан и американского офицера, выраженная в прекрасной музыке итальянского композитора Джакомо Пуччини. Режиссер-постановщик Александр Лебедев, Новосибирск, дипломант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Хореограф-постановщик Василий Лукьяненко, Алтай. Педагог по сценическому движению, пластике, фехтованию, хореографии, сценической акробатике, актер-каскадер, автор тренингов и мастер-классов в Итальянском институте античной драмы. Художник-постановщик Владимир Медведь, Ульяновск, заслуженный деятель искусств Украины. – 23 ноября концерт басов. В честь 125-летия со дня рождения знаменитого баса народного артиста СССР Максима Михайлова художественный руководитель проекта и директор Московского театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев представляет программу из самых известных шедевров классической музыки и народных песен в уникальном исполнении самых ярких басов России. Атар Кунчулия и Алексей Прокопьев, Большой театр, Москва. Михаил Гужов и Дмитрий Скориков, Геликон опера, Москва. Алексей Антонов, театр «Новая опера», Москва.
25 ноября на сцене опера «Дон Паскуале». Ироничная, легкая, красивая опера буффа итальянца Гаэтано Доницетти о том, как богатый старик Дон Паскуале решил жениться на молодой красавице Нарине и что из этого вышло. Гости вечера – Дмитрий Овчинников, театр «Новая опера», Москва. Сян Лей Фан, Китай. Дирижер Коррадо Вальва, Италия. Приветствую всех чебоксарцев. Мы увидимся на оперном фестивале в ноябре. На опере Доницетти «Дон Паскуале», где я дирижирую. Я жила и училась 8 лет в России. И для меня Россия как второй дом. Мне всегда хочется приезжать сюда снова и снова. И я рад вновь петь для вас. 28 ноября театр представляет оперу «Отелло». Любовь, ревность, интриги, трагедия Шекспира в музыке великого итальянца Джузеппе Верди актуальна во все времена. Приглашенные гости приедут с родины композитора. Исполнители главных партий – Фабио Андреотти и Россано Потенца. Дирижер – профессор консерватории, пианист, органист, ведущий итальянский импресарио, почетный инспектор Министерства культуры Италии в Риме Леонардо Куадрини. Buongiorno a tutti gli amici della Repubblica del Ciuvascia. Приветствую всех друзей из Республики Чувашия. Жду всех на спектакле «Отелло» в рамках фестиваля, на который я рад вернуться через 20 лет. С большим удовольствием готов снова сотрудничать с театром. Ciao amici, un caro saluto. Приветствую вас, я Россано Потенца. Собираюсь приехать в Россию, где я буду петь партию Дездемоны в опере «Отелло». Для меня очень большая честь быть приглашенной оперным театром Республики Чувашия. Я рада приехать к вам, познакомиться с вами и узнать новый город, который я никогда не видела. Большой привет из Италии, из Рима. Очень рад приехать снова в Чебоксары на фестиваль и петь в великой опере Верди «Отелло». 30 ноября. Опера «Севильский цирюльник». Музыкальный шедевр великого итальянца Джоаккино Россини популярен на всех сценах мира. А уж фраза «Фигаро тут, Фигаро там» давно стала крылатым выражением. Яркие персонажи, пьянящая любовная интрига, легкий юмор, добрая наивность в исполнении артистов из Италии и Китая. Гости вечера – Юан Сюй, Этторе Нова, Беатриче Амато, Антонио Сарнелли де Сильва, Синань Янь, Амбро Веспасиани, дирижер Массимо Теста, Италия. Завершает 28-й Михайловский фестиваль «Гала-концерт». 2 декабря на сцене театра парад дирижеров, а также россыпь прекрасных арий, дуэтов и других номеров в исполнении солистов театра, оперы и балета и приглашенных гостей. Из Москвы приедут Елена Аколышева, Большой театр, Андрей Бреус, театр «Новая опера», Михаил Гужов, Геликон опера. В концерте примет участие лауреат проекта телеканала «Культура. Большая опера» Яна Дьякова. Зарубежные гости – Фарид Алиев, Азербайджан, Иньлун Лю, Китай, Фабио Андреотти и Россано Потенца, Италия. Для меня большая честь участвовать в этом грандиозном событии, стать частью этого фестиваля, который имеет уже большую многолетнюю историю. Спасибо вам за оказанное доверие. Также хочу пожелать фестивалю дальнейшего процветания, ярких премьер, ну и, конечно же, прекрасных оперных голосов, которыми вы, дорогие зрители, будете наслаждаться. В моих руках пригласительный билет на премьерную постановку Михайловского фестиваля оперу Пуччини «Мадам Баттерфляй». Его я готова отдать тому, кто первым ответит на вопросы в закрепленном сообщении в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ну а те, у кого не получится попасть на открытие фестиваля, смогут посмотреть новую оперу по интернету. ГТРК Чувашия будет транслировать «Мадам Баттерфляй» в рамках проекта «Театр онлайн». Заходите на наш сайт, нажимайте нужную кнопку 21 ноября в 18:20. На этом у меня все. До встречи на оперном фестивале в театре и в эфире.